В эфире субботний выпуск новостей Сапшала, и с вами сегодня я, Заур Кварча. Здравствуйте! Мы расскажем вам о самых важных событиях этого дня. Сегодня в программе «Визит Апсны». В Абхазии стартовал 5-й международный туристический форум. Жизнь без лифта. Как обыденные дела превращаются в испытания для жителей многоэтажки в новом районе. Сюцай. Метод или миф? Международный туристический форум «Визит Апсны» и выставка по теме открылись в Гагре 1 ноября. В этом году форум посвящен новым тенденциям в индустрии туризма и гостеприимства. Основная цель форума – содействие развитию круглогодичного сезона. Сария Кварацхеля расскажет детали. Все мы пришли для того, чтобы развивать индустрию гостеприимства Абхазии. Это очень важная отрасль. И я с гордостью заявляю, что 5-й туристический юбилейный форум и выставку Хорика «Визит Апсны» объявляю открытым. Международный туристический форум «Визит Апсны» и выставка Апсны Хорика – это масштабное событие, которое объединяет профессионалов туристической индустрии Абхазии, а также представителей международного сообщества, заинтересованных в развитии туристического потенциала республики. Символично, что форум проходит именно в Гагре, отметила заместитель главы администрации Гагарского района Этери Кондакова. Ведь Гагра является одним из самых посещаемых курортных мест не только в Абхазии, но и всего постсоветского пространства. Очень символично, что в эти 2 дня Гагра станет диалоговой и дискуссионной платформой, объединив представителей деловых кругов, органов государственной власти, общественных организаций, авторитетных руководителей, специалистов и экспертов в туристической отрасли. В юбилейном году в «Визит Апсны» принимают участие около 170 представителей туротрасли и предпринимателей из Абхазии и России. Параллельно с деловой программой прошла выставка Апсны Хорика. Более 20 предприятий представили свою продукцию: роботизированную технику, алкогольные и газированные напитки, воду, косметику, джемы, сухофрукты, печатную продукцию, услуги для Этери. Впервые в выставке принял участие официальный представитель всемирно известных производителей сервисных роботов «Роботы в городе». В том году мы приехали посмотреть, разведать. Без роботов. Посмотрели с информационным материалом, пообщались. Сочи, да, мы находимся рядышком, и это стратегически очень удобно, потому что нам будет легко обслуживать клиентов. То есть у нас все на складе, все ZIP-комплекты, запасные части, технический персонал. И мы готовы с Абхазией работать и в отелях, и на муниципальной земле, и в ритейле, в супермаркетах, в общем, на любых площадях. Узнать, как развивается индустрия гостеприимства в Абхазии, рассказать о российском опыте приехали эксперты из России. Россия сегодня не ограничивается развитием только туристической отрасли, так как существует множество инвестиционных идей. И для этого Абхазии и России нужно объединяться, отметил президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков. Узнать новое про то, как вы развиваете индустрию гостеприимства в Абхазии. Рассказать то, как мы сегодня и что мы сегодня делаем в России. И когда-то Общенациональный союз индустрии гостеприимства для себя выбрал такой слоган «Развиваем туризм, развиваем Россию». И это было в 2019 году. И тогда еще о внутреннем туризме никто не говорил. Мы запускали конкурс «Мастера гостеприимства», делали огромное количество форумов, мероприятий. И сегодня, уже в 2024 году, абсолютно точно это все сбылось. Коечный фонд Абхазии с 2020 по 2024 годы вырос вдвое. И на сегодняшний день количество койко-мест составляет 52 169 мест, рассказала на открытии турфорума «Визит Апсны» начальник отдела анализа и прогнозирования Минтуризма Республики Инара Бения. Это официально зарегистрированные объекты, которые стоят на учете в налоговой инспекции, платят налоги. Поэтому налоговая у нас показывает прекрасные результаты, и уже сегодня за 2023 год количество налоговых платежей было свыше 1 миллиарда рублей. С каждым годом значение туризма для Абхазии возрастает. Это не просто отрасль, это мощный двигатель экономики, способный создавать новые рабочие места, увеличивать доходы граждан, стимулировать развитие инфраструктуры и повышать уровень жизни в целом. Хочу сказать, что форум – это та площадка, которая формирует новые возможности, новые решения для туристической отрасли. И это, безусловно, позволит развивать туристическую отрасль и, соответственно, в целом весь комплекс торгово-экономических отношений. Выставка Апсны Хорика тоже позволит найти новых партнеров, сформировать новые контракты
И я надеюсь, что это будет успешным решением для всех вас. После торжественного открытия форума и выставки перешли к пленарному заседанию. Обсуждали главные проблемы туристического сезона 2024 года. Развитие гостиничного бизнеса и качество сервиса, экскурсионную деятельность, логистику и транспорта. Участниками заседания выступали представители Министерства туризма, Министерства энергетики и транспорта, а также туриндустрии. Касаемо транспорта, то, что выполнили мы в 2024 году, у нас совместно с Российской железной дорогой и Абхазской железной дорогой был произведен тестовый изначально рейс «Ласточка», который ездил с аэропорта Сочи до станции города Гагра. Затем, пройдя тестовый поезд, были незначительные замечания по его проходу на железной дороге. Они были устранены в течение определенного времени. Сейчас, на данный момент, кто проживает в Гагре, все знают то, что ездит «Ласточка» с аэропорта Сочи до станции города Гагра. Планируется то, что он будет продлен его проезд до станции города Сухум. То есть и далее он планируется также до конечной станции аэропорта. Железная дорога объединит две воздушные гавани, это аэропорт Сочи и аэропорт Сухум. Поддержка малого и среднего бизнеса нужна сейчас, пока не поздно. Также нужна поддержка не только малого и среднего бизнеса, именно туроператоров, а также экскурсионных организаций. Ранее проводилась такая политика, реклама Абхазии. В курортах Краснодарского края прям баннеры стояли, народ уж не первый день работает, помнит об этом, обо всем. Сейчас, к сожалению, такой рекламы там нет. Большая работа проводится Министерством туризма Республики Абхазия, вообще касательно рекламы, правильно, позитивного имиджа Абхазии. Но хочется также, нам же всего мало всегда, хочется также, чтобы рекламировали местные экскурсионные организации, которые являются налогоплательщиками Республики Абхазия, там, на территории России, в Сочи, Красной Поляне, ну, в целом по Краснодарскому краю. Ну и самая основная проблема, о которой мы говорим уже не первый год, я хотела бы в контексте вот двух проблем, я их себе выделила отдельно. Это конкурентоспособность и безопасность. Была провокация со стороны нелегальных гидов на территории Сириуса. И после этой провокации у нас были определенная ситуация здесь, возникшая на территории Республики Абхазия, которая привела к тому, что сейчас рейдовые мероприятия не проводятся, то есть нелегальных гидов никто не проверяет. Это, в свою очередь, привело к тому, что сейчас эти гиды работают на больших автобусах экскурсионных. О чем они там рассказывают нашим гостям, мы не знаем. Потому что зачастую информация та, которую они получают в Википедии, с таких страниц, где Абхазия все еще является составной частью Грузии. Поэтому для нас это важный момент. И нам хотелось бы, я сейчас говорю от имени, от лица экскурсоводов Республики Абхазия, в этом вопросе совместно с российскими коллегами, а как мы знаем, эти нелегалы, они являются нелегальными и на территории Российской Федерации, мы хотим попытаться совместно решить эту проблему только вот с вашей помощью. Очень на это рассчитываем, и благодарю Анну в этом вопросе, она также нас поддержала, как представитель Союза, как президент Союза туризма Республики Абхазия, поэтому надеемся на разрешение этой ситуации, которая уже длится не первый год. Это негативно влияет на имидж Абхазии. Мы здесь впереди планеты всей, и мы впереди России, потому что у нас аттестация экскурсоводов существует очень давно. Закон этот существует, разработан, он работает. И я была в аттестационной комиссии, мои коллеги там присутствуют. И у нас экскурсоводы-гиды, я хочу сказать, что на очень высоком уровне. Мы обучаем их сначала на курсах, потом мы повышаем квалификацию. У нас экскурсовод-гид может быть только с высшим образованием. И все эти четко прописанные законы, они действительно работают на то, чтобы наша республика именно была представлена
красиво, грамотно. На форум была приглашена школа бизнес-образования корпорация «Сириус». Это образовательный центр, в котором создают авторские курсы, ориентированные под законодательством Республики Абхазия. Мы занимаемся предоставлением услуг в сфере бухгалтерского учета по таким видам экономической деятельности, как общепит, гостиничные услуги и другие услуги. Форум, во-первых, даст новые знакомства, новых потенциальных клиентов и возможность пообщаться со всеми людьми, наладить связи, коммуникации. Впервые участниками форума стала и сеть магазинов мебели и товаров для дома «Домино». Они предлагают мягкую и корпусную мебель, кухни на заказ, а также посуду и аксессуары. Огромная возможность для большого количества людей улучшить сферу, собственно, хорики, то есть гостиничного, ресторанного бизнеса в целом на территории нашей любимой Абхазии. Вот. Познакомиться, пообщаться, узнать что-то новое, естественно, да, обрести какие-то навыки и полезные знакомства, скорее всего. Вот. За что мы очень сильно и благодарны Ане Калягиной и в целом организаторам. И туристический маркетплейс «Моя Апсны» дебютировал в форуме. Эта платформа – одна из самых удобных, доступных и эффективных способов продажи туристических услуг. «Моя Апсны» объединила предложения различных поставщиков на одном ресурсе, что делает их особенно привлекательными для пользователей, которые ищут комфорт и выбор в одном месте. «Моя Апсны» предоставляет комплекс услуг для туриста, который может в одном месте приобрести, начиная от трансфера, заканчивая отелями, также экскурсиями занимаемся развитием туризма в тех местах, где это еще не очень развито. Вот. Также партнеры, которые предоставляют услуги туристического характера, можете с нами связываться. Форум дал нам полезные знакомства, очень много мы с партнерами моментов нашли, в которых мы можем с друг другом посотрудничать. Второй день форума – это обсуждение динамичного развития туррынка в Абхазии, турбизнеса вне сезона, тренды продаж отелей через социальные сети и различные презентации. Форум «Визит Апсны» – это платформа для диалога, обмена опытом и выработки новых стратегий, которые позволяют Абхазии адаптироваться к современным реалиям. Вопрос продуманной качественной инфраструктуры – один из важнейших в жизни каждого гражданина. Жители второго подъезда 9-этажного дома по улице Чалмаз-1 в новом районе вот уже больше 20 лет живут без лифта, что, по их словам, сильно сказывается на качестве жизни и удобстве выполнения рутинных дел. В чем сложность решения данного вопроса, выясняла Рада Чачава. В новом районе в доме по улице Чалмаз-1 проживает множество семей. На приютившейся во дворе детской площадке резвятся дети, а жители второго подъезда собрались у кодовых дверей. Долгие десятилетия у них нет лифта. Мамы с колясками, бабушки и дедушки – все ходят пешком по лестнице 9-этажного дома. Как рассказала Ануш Курчан, отсутствие столь, казалось бы, базового удобства для такой многоэтажки доставляет немало проблем каждый день. Но я живу уже 24-й год, здесь пошел. Лифт не работал еще до меня, не работал. Старшее поколение, нас уже мало здесь, после наших родителей, нас уже мало поколений. Мы хотим, чтобы мы уже в старости спокойно поднимались и доходили до своих этажей. Я лично живу на 7-м этаже, есть выше, которые у мамочки 4 детей. Вот, она тоже тяжело. Есть у нас тоже больные, постаршее поколение, так скажем, очень больные приезжают очень поздно. Многие родители, мамочки, уже бабушки, там, дедушки работают на многих работах. Тоже работаю и подрабатываю на 2-3 работах. Вот. Я утром могу уйти, а могу в час ночи прийти. Я на следующий день должна как-то и другие родители, старшее поколение, которые помогают молодежи. Отсутствие лифта усложняет жизнь не только жителям старшего поколения, вынужденным после долгого трудового дня подниматься пешком в свои квартиры, но и молодым. В некоторых семьях, проживающих в подъезде, по 3, а порой и 4 детей. Мамам приходится подниматься пешком с детьми и сумками, коляски или велосипеды оставлять на 1-м этаже, что мешает комфортному передвижению соседей.
Вот у нас есть очень много молодежи, которые уже по трое, по четверо детей. И у нас сейчас там много колясок. Неудобно поднимать детей, таскать, и коляску тоже. Это очень неудобно, конечно. На первом этаже постоянное скопище колясок, велосипедов. Это затрудняет проходить, то есть загораживает проход, да, что, естественно, затрудняет тем же детям передвигаться, тем же пожилым людям передвигаться. Вот. Поэтому это, конечно же, очень осложняет жизнь. Из-за этого постоянные склоки даже в подъезде между соседями. Конечно, хотелось бы иметь лифт, чтобы уже все спокойно жили. То есть даже элементарно покупка мебели, да, вот у нас здесь недавно был ремонт, люди купили мебель и таскали на 9-й этаж. Но это несерьезно. Во втором подъезде дома на улице Чалмас-1 не просто сломан лифт. Его, как утверждают жители, попросту нет. Как отметили наши собеседники, они множество раз обращались во все ответственные инстанции, писали многочисленные заявления. Но на данный момент ситуация так и не разрешилась. Я в этом доме живу уже более 10 лет. Заехали мы сюда, лифта не было. Вот. То есть лифт в принципе отсутствует. Есть шахта, но самого лифта, да, как такового, его нет. Даже старшее мое поколение, которые мне относились, мамы, папы, да, вот, они писали администрацию, ходили, и по инстанциям они ходили, и все. Заявления у нас за эти годы, вот сколько я лично прожила здесь, заявления лежат. Всегда говорили, да, ваше заявление лежит. Ну а толку, что он лежит? Наш дом думает так, что он не рассматривается. Чем ниже заявление, тем забывается. В 9-этажном доме действительно множество семей с детьми. Во втором подъезде на верхнем этаже проживают и пожилые люди, которые ежедневно вынуждены сталкиваться с трудностями. Я уже 10 лет здесь живу. У меня 3 детей. Мне очень тяжело подниматься. С колясками бывает, когда поднимаюсь. Бывает, когда с детьми, с пакетами. Очень тяжело. У меня еще свекровь тоже инвалидка, тоже тяжело ей подниматься, спускаться. Когда хочется даже подниматься и спускаться, она старается потихонечку на балкон выходит, чтобы свежим воздухом тоже подышать. Мнением о ситуации с нами поделились и самые юные жители многоквартирного дома. Потому что они на больших этажах живут, и из-за этого очень плохо подниматься, тяжело. Потому что с сумками, и когда мама с работы приходит и очень плохо подниматься, потому что устала. А нам, когда мы из школы приходим, нам подниматься тяжело, потому что рюкзаки тяжелые, и из-за этого тяжело подниматься. За подробным комментарием по ситуации мы обратились к начальнику управы по новому району Эдуарду Хашба. Он отметил, что подобное положение дел, к сожалению, в новом районе не редкость. Не работает больше 80 лифтов. Я сейчас живу тоже в 9-этажном доме, где нет лифта, и на районе больше 80 лифтов не работают. Район, это, как вы знаете, многоэтажные дома, десятки 9-этажных. Стоит заметить, что устанавливались лифты новые по инвестпрограмме, но, к сожалению, в предыдущую инвестпрограмму 23-25 лифты не вошли, и будем надеяться, что они войдут в программу 25-27. Эдуард Хашба рассказал, что понимает и разделяет переживания своих соседей. Однако лифт – приспособление дорогостоящее, и приобрести его не всегда получается. Понимаю жителей, безусловно. Это все мои соседи, мои братья, друзья, однополчане. В каждом подъезде у нас практически есть и ветераны войны, есть и пожилые люди, есть, к сожалению, и больные, и с ограниченными возможностями. Но лифт – вещь дорогостоящая. Порядка 4-5 миллионов установка нового лифта. И, как я сказал, в Сухуми более 100 лифтов не работает, но основная часть, естественно, приходит на новый район. Поэтому в отдельно взятом доме установить лифт, вы понимаете, в других домах ситуации тоже не лучше, чем там. Есть дома, где в несколько месяцев раз человек спускается вниз, чтобы свежим воздухом подышать. Такие моменты. Поэтому отдельно устанавливать лифт в каком-то доме, это
Думаю, к этому вопросу нужно подходить комплексно. Я прошу жителей этого дома, этого подъезда понять. И я надеюсь, что в скором времени государство или город изыщет средства для того, чтобы эту проблему решить. По словам Эдуарда Хажба, ситуация требует комплексного решения. Он уверен, что в ближайшее время это решение найдется. Я думаю, вопрос найдет свое решение в ближайшее время. Я в этом более чем уверен, потому что он остро стоит перед администрацией города, которая этим, безусловно, занимается, этим вопросом, перед правительством республики. Я думаю, этот вопрос в ближайшее время будет решен. Хочу сказать жителям улицы Чалмаз, дома 1, различия к их проблеме нет, и мы занимаемся совместно со всеми остальными структурами этим вопросом. На качество жизни человека влияет множество факторов, в особенности доступность окружающей среды и инфраструктуры. Поэтому решение таких вопросов должно быть в приоритете. Рада Чачава, Ахра Амичба, Абхазское телевидение. Цифровая психология или сюцай обещает изменить жизнь человека с помощью анализа даты рождения. Для одних это инструмент самопознания, для других очередное псевдоучение. Мы решили разобраться, что привлекает людей в методе сюцай и что об этом думают профессионалы. Мнения сторонников, критика экспертов и факты в следующем репортаже. Сюцай – это учение, основанное на цифрах и психологии. Оно обещает раскрыть внутренние возможности и дать ответ на жизненные вопросы. Люди, называющие себя мастерами и наставниками в этом молодом учении, собирают в сети десятки и сотни тысяч последователей. Так, в Абхазии приезд одного из таких наставников собрал множество желающих поучаствовать во встрече. Вся ваша дата целиком – это ваша миссия. Не предназначение по жизни, а миссия. То, как вы делаете. То есть число сознания – это что я хочу, а миссия – это как я делаю. Анастасия Матюк называет себя мастером сюцай. Она признается, что пришла в учение через затяжной личный кризис. Отчаявшись найти поддержку в нумерологии и астрологии, она открыла для себя сюцай. По словам Анастасии, это кардинально изменило ее жизнь в лучшую сторону. И теперь, пройдя обучение, она помогает другим справляться с тяжелыми жизненными ситуациями. Любой человек живет в непонимании, да? Когда мы не понимаем, мы начинаем страдать. И мы начинаем придумывать какие-то проблемы, какие-то истории, то вообще по факту, вообще того, что не существует. Мастер сюцай, как он может помочь человеку? Да? Он может дать ему возможность понять, кто он такой, понимаете? Наука дает возможность понять, почему кто-то другой, понять вообще, почему человек к этому состоянию пришел. Да, и понять, сильные стороны, слабые стороны, дать вектор направления движения по жизни, и как вообще эту ситуацию поменять. Потому что по факту, еще раз, повторюсь, что основа, она в понимании. То есть люди просто чего-то не понимают, и наука сюцай как раз дает это понимание, то есть через философию жизни. Анастасия настаивает, что сюцай ничего общего с эзотерикой и нумерологией не имеет, и утверждает, что по дате рождения мастер узнает тип личности и темперамент человека, а далее через общение помогает ему прийти к пониманию себя и окружения. Но что об этом думают обычные люди? Мы решили спросить прохожих, что они знают о сюцай и как относятся к такому методу. К сожалению, не слышала об этом. Я слышала, да. Но мне кажется, цифры все-таки несут в себе какую-то силу. Это, во-первых. А во-вторых, если это работает для кого-то, то в это, наверное, имеет смысл верить. Но если кто-то считает, что ему это подходит и ему от этого комфортно, почему бы нет? Да, ничего не слышал, если честно. Вообще не слышал? Да, не слышал вообще. Я знаю, что сюцай — это наука про цифры, да? Про то, как цифры влияют на нашу жизнь. Если честно, очень равнодушный человек должен быть образован во всех направлениях, так скажем. Почему бы и нет?
Мнения разные, кто-то верит в силу числа, кто-то сомневается, но не видит в этом негатива. Но чтобы лучше понять плюсы и минусы сюцай, мы обратились к профессиональному психологу. Илона Воба в профессии более 10 лет. После обучения в ВАГУ по специальности психолог-педагог изучала такие направления, как процессуальная психотерапия, гештальт и телесно-ориентированная терапия. А с 2018 года обучается и работает в генеративном подходе. Как практикующий психолог, она скептически относится к подобным альтернативным направлениям. Дело в том, что я, когда искала информацию, не нашла ни одного научного труда и нет никаких исследований. Сравнивать, в принципе, сюцай с психологией как с наукой, я думаю, будет несправедливо. Зачем все эти годы исследований, лабораторий, научных трудов, если можно просто знать дату рождения, набор характеристик, и этого достаточно для того, чтобы предпринимать какие-то действия, и совершенно вырезая информацию о том, как устроена психика, как она работает, контекст, в котором человек живет, и строит свою реальность. Воба отметила, что популярность подобных подходов ее не удивляет. Если традиционная терапия – это часы и годы работы с человеком с целью понять его настоящие желания, тип личности и осторожное направление к исцелению, то здесь достаточно даты рождения для указания жизненной стратегии индивида. Однако этичность такого подхода для практикующего психолога остается под сомнением. Потому что когда мы начинаем навязывать человеку мысль про то, что он может быть успешнее, он может быть эффективнее, ему нужно всего лишь поверить в то, что в его дате рождения заложена определенная информация, которая ему жизненно необходима. Это может на самом деле разрушить его реальность, повысить его нервозность, потому что модно куда-то все время стремиться, модно быть успешнее, чем ты есть, эффективнее, чем ты есть, и выбирать не то, что у тебя есть. Вместо того, чтобы сохранять эту стабильность, спокойствие и здравый ум. Психолог подчеркивает, что важно выбирать проверенные методы для саморазвития, а базовые настройки человека, такие как темперамент, характер и тип личности, искать не в дате рождения, а в исследованиях и доказанных подходах. Я верю в генетику. Это совершенно точно. Все остальное – это воспитание, это контекст, в котором мы растем, это наша культура. Я думаю, что гораздо полезнее знать то, что этнически в тебе заложено, и оттуда исходить. Это упорство, преодоление, мужество, милосердие и так далее. То, что есть в тебе, как информация, которая хранится в твоем коде. А все остальное, да, где-то мы совпадаем, но так и во всем мире, в общем-то, люди в чем-то похожи, в чем-то различаются. Но интерес к таким методам не угасает. В чем причина их массовой популярности? Социолог Мрамза Джикерба говорит, что ответ в социальных трендах. Современное общество во всем мире находится в таком, очень большие трансформации происходят в самой системе, структуре общества. И на смену существующих институтов, когда сразу же государство, общество не предлагает новые институты, более научные, более изученные, то ниша остается свободной. Возьмем традиционное общество, были родственники, села, рода, которые друг другу помогали. Это в каком-то смысле были и психологи. Мы удивлялись, и для нашего общества, в том числе, когда появлялась потребность в психологах. Некоторые воспринимали, мы что, больные? Нет. Как бы мы ни говорили о личностном развитии, о личностном комфорте, человек прежде всего это социальное существо, он часть общества, и он всегда хочет быть в тренде, если мы будем говорить сегодняшней терминологией. И, соответственно, когда вот эти существовавшие ранее институты не заменяются академическим путем, то появляются такие течения, очень легкие, доступные. На сегодняшний день уже существует множество течений и направлений в сюцай. Учение дополняется, совершенствуется, открываются новые школы. Но неоспоримым авторитетом для последователей пользуется создатель учения Жанат Кажамжаров. Чтобы понять, на чем основан сюцай, мы решили узнать больше о его создателе.
Кажамжаров – уроженец Казахстана. На его странице в Инстаграм указано, что он генеральный директор института Сюцай, базирующегося в ОАЭ, и что наука Сюцай зарегистрирована в 180 странах мира. На сайте института уточняется, что зарегистрирована она как интеллектуальная собственность. Здесь же есть раздел, знакомящий нас с основателем. В разделе «Награды» можно встретить множество орденов и наград. Вот, к примеру, орден за служение во имя милосердия от Международного союза Красного Креста. Из информации на эту организацию в интернете, не имеющей ничего общего с Международным комитетом Красного Креста, лишь адрес, прекративший свою деятельность организации, и почта ее представителя Марата Курбанова. Курбанов – это биоэнергетик и целитель, отрицающий официальную медицину, а на своем канале в YouTube обещающий исцелить онкологию и большинство известных заболеваний с помощью энергии. Еще он председатель Международной профессиональной ассоциации специалистов комплементарной, альтернативной народной медицины, в которую входит и Кажамжаров. Вот короткая запись с одного из съездов ассоциации. Обычно существует как бы негласное такое правило, что перед каждым таким праздником серьезным нечисть выходит на поверхность. Помните ночь перед Рождеством? То есть они начинают там чего-то вытворять. А вот этот страх, который вселяет темные силы, он пробивает защиты, и тогда они совершенно свободно могут этими людьми управлять, либо каким-то образом на них воздействовать. Так можно продолжать долго, но даже короткий поиск информации в открытых источниках показывает, что и профессионализм, и ученость основателя школы, и даже ссылка на его награды и регалии не выдерживают никакой критики. Это люди, обладающие огромным количеством ангелов-хранителей. Что все? У них большое количество ангелов-хранителей. Им нельзя обращаться в больницу. Если они пойдут в больницу, будет болеть зуб. Простой пример. Недавно наша знакомая, оказывается, ходила. 3 раза выдергивали хороший зуб, а плохой нет. Цифровая психология или Сюцай – это учение, вызывающее интересы разные мнения. Какое бы учение вы ни выбрали, важно подходить к нему осознанно и проверять факты. Ведь в вопросах саморазвития критическое мышление – один из главных инструментов. Заур Кварча, Константин Парылуа, Нарсод Цулукя, Абхазское телевидение. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на нашем канале. Всего вам доброго. До свидания.